словам экспертов, жители России все больше ориентируются не на бренд, а на цену товара. Все потому, что в стране снизился потребительский спрос. Это вынуждает ритейлеров, так называют компании, которые занимаются розничной торговлей, пересматривать ассортимент в сторону дешевых отечественных товаров. И здесь, отмечают эксперты, активность проявляют федеральные игроки, и тягаться с ними региональным торговым сетям фактически не под силу. У федералов больше финансовых возможностей. Итак, федералы идут в регионы, где ниже конкуренция и ниже арендная плата. Этот процесс затронул и нашу республику. Давайте посмотрим репортаж. В начале декабря на информационных лентах республики появилось сообщение о том, что руководство магазинов «Ассорти» обсуждает возможность продажи сети федеральному ритейлеру «Пятерочка». Агентству БНКоми исполнительный директор «Ассорти» Максим Маркушев заявил, решение по поводу продажи еще не принято. В интервью другому агентству «Коми-онлайн» Максим Маркушев уточнил, переговоры ведутся сразу с несколькими заинтересованными организациями. Официальный релиз до сих пор не появился. По информации нашего телеканала, переговоры продолжаются, документы не подписаны, но точка невозврата уже пройдена. Да, мы наблюдаем качественные изменения рынка. Да, ведутся определенные переговоры между компаниями. Но каждая компания вправе самостоятельно определять те направления своего развития, планы, перспективы и все, что с этим связано, в том числе и вопросы хозяйствования прямого. Напомним, сеть «Ассорти» успешно работает на продуктовом рынке Коми с 1992 года и является одним из лидеров по товарообороту в регионе. «Ассорти» занимает среднюю ценовую нишу и является местным мультиформатным брендом, имея магазины в формате у дома, супермаркеты, гипермаркеты. Сеть «Ассорти» насчитывает 39 магазинов самообслуживания в Сыктывкаре, Ухте и Микуни, общей торговой площадью 18 тысяч квадратных метров. Ежедневно покупки в них совершают 50 тысяч человек. Работают в компании 2500 человек. У «Ассорти» есть собственное производство продукции и полуфабрикатов, собственный распределительный центр площадью 15 тысяч квадратных метров, автопарк из 45 автомобилей. Есть подразделения дистрибьюции и оптовой торговли с филиалами в Ухте, Печоре, Усинске, Инте и Усогорске. Итак, федеральные торговые сети заходят активно в регионы и вытесняют или перекупают региональные. Как к этому относиться? Здесь больше плюсов или минусов? Об этом мы поговорим сегодня с нашим экспертом, исполнительным директором сети «Ассорти» Максимом Маркушевым. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать вопрос гостю, либо высказать свое мнение по телефону 46 90 60. Максим Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот как жителям, простым покупателям относиться к такому процессу, как массовому приходу федеральных сетей и уходу региональной торговой сети? Или это данность, это объективный процесс, и тут ничего страшного нет? Я думаю, что к этому нужно относиться спокойнее, поскольку в условиях того состояния экономики, в котором находится страна, конечно же, вектор потребления смещается в более дешевые сегменты. Федеральным сетям проще давать предложения более низкой цены. Это факт. С другой стороны, нужно понимать, что рыночные условия, если они есть и они таковы, они в любом случае пустую нишу восполняют. И найдутся те предприниматели, те компании, которые постараются удовлетворить тот спрос, который не сможет удовлетворить любая федеральная сеть. Вот скажите, а почему сегодня региональные торговые сети невыгодно вести бизнес, выгоднее его продать? Это мы не конкурентоспособны или очень выгодные предложения от федералов нам поступают? Почему такой шаг? Дело в том, что если вы задаете конкретно вопрос в отношении нашей сети, то я, будучи наемным менеджером, если бы я был на месте собственника и мне поступило бы данное предложение, я тоже бы согласился. Есть очень много предпосылок, которые это решение подтверждают и говорят о том, что так в настоящий период поступить правильно. То есть выгоднее продать? То предложение, которое было у нас, да, оно выгодно, и решение, которое принял собственник, оно объективно, на мой взгляд,
имеют право на существование. Как любой продукт, любой бизнес, он точно так же покупается и продается. Сегодня наш корреспондент Екатерина Столярова вышла на улицу Сыктывкара и узнала у горожан, а как же они относятся к уходу региональной сети, к приходу новой федеральной. Давайте посмотрим, что сказали люди. Хотелось бы услышать вообще ваше мнение. Чего вы ожидаете от этих перемен? Ну, насколько я знаю, федеральная сеть выкупает ассорти. И мне, например, это очень не нравится, потому что конкуренция будет фальшивая, мнимая, нереальная, не настоящая, по крайней мере. Я не знаю, что ожидать от перемен, но магазин был хороший. Я уверен, что перемены, они всегда к лучшему. Несмотря на то, что известная сеть закрывается, приходит новая, федеральная, привносит что-то, какой-то технологический прогресс в Республику Коми. Ну, я думаю, что к лучшему, а к лучшему нет, это и только известно, что дальше будет. Отрицательно. Почему? Потому что они будут своя потом свою продукцию привозить, а своя наша-то не будет продаваться. Вот один из участников нашего экспресс-опроса, дворник, сказал, что очень опасается, что будет немного товаров в местных производителях на полках федеральных сетей. Вот есть такое опасение у вас? Каков прогноз? Ну, вы знаете, я в первую очередь хотел бы поблагодарить тех телезрителей, которые высказали столь приятные слова, дают хорошую оценку работы нашей сети. В то же время, если отвечать на вопрос последнего зрителя, то, конечно же, нужно четко для себя понимать, что у федеральной сети есть совершенно четкий формат, который предполагает совершенно четкий набор продуктов. И как бы ни хотел потребитель повлиять на широту ассортимента, да, там, на его качество, очень сложно, либо практически нереально. С другой стороны, конечно же, любой бизнесмен, любой бизнес стремится к удовлетворению спроса, и, возможно, ну, скажем, те или иные компромиссные вариации, которые позволят, ну, скажем, не так расстроить потребителя в последующем уже, да, и предложить ему ровно то, что он ожидает. Ну вот не единожды звучат именно мнения по поводу того, что в наших магазинах хорошо была представлена продукция собственного производства, что можно было купить готовое что-то домой. Мы ведь этого сейчас лишаемся? В формате нового эконом-сегмента мы этого лишаемся. Мы этого лишаемся, но мы этого в принципе не лишаемся, потому что есть те предприниматели, которые сейчас уже эту нишу прорабатывают. Вы имеете в виду местные предприниматели? Местные предприниматели, и я с ними в активном диалоге. Я могу даже там назвать фамилию, что вот есть хороший бизнесмен Сахаров, например, который эту тему планирует поддержать, развивать, и у него уже есть примеры открытия готовых кулинарий по городу, и я думаю, что случится договоренности, и кулинарии будут открыты в том числе на площадях, которые будут занимать магазины «Пятерочка». Вот вы говорили о том, что очень сложно местным товаропроизводителям, сельхозтоваропроизводителям попасть в федеральные сети, потому что жесткие требования. Это сказали телезрители. Вы знаете, об этом нам, в принципе, сказали сегодня и в Министерстве сельского хозяйства, причем сам министр Алексей Боткин об этом сказал. А мы у него поинтересовались, а сколько же предприятий, аграрных предприятий Коми сегодня реально могут выполнить требования федеральных сетей? Несмотря на то, что производством сельскохозяйственной продукции занимаются вместе с фермерами около 500. А 10 как раз могут выдерживать эти критерии, которые выдвигают сетевые компании. У них ведь критерии понятные, прозрачные, они их озвучивают, они связаны с организацией процесса торговли. Это требования к фасовке, к упаковке, требования к штрих-кодам, которые должны быть размещены на, значит, упаковке, к ритмичностью поставки, то есть они должны обеспечивать продажу продукции не разово, а ежедневно, не сезонно, а каждый день. Это довольно сложно. Для этого нужно иметь приличные объемы или иметь возможность их аккумулировать. Итак, всего 10 сельхозпредприятий Коми могут действительно выполнить все требования федеральных сетей. И по срокам, и по объемам, и по ритмичности, и по упаковке, и по документам. А что же делать остальным? Вот как фермерам, какую им нишу занять в розничной торговле?
Вы знаете, я думаю, что здесь вопрос и проблема, она шире. И вопрос культуры ведения бизнеса, вопрос владения навыками маркетинга, продвижения, вопрос формирования института реальной кооперации в секторе производства сельского хозяйства. И здесь как раз уважаемый министр говорит о крупнейших предприятиях, переработчиках в первую очередь. Но согласитесь, если вы хотите ехать в общем потоке современных автомобилей, а сами передвигаетесь на ишаках, сложно, наверное, ожидать одинаковой скорости и одинакового комфорта передвижения. То есть вообще нет никаких перспектив попасть? Почему? Нужно просто изучать новые технологии, нужно изучать виды упаковки, нужно изучать рынок. Вы имеете в виду аграрием нужно изучать? Да, конечно. И я считаю, и мое устойчивое мнение, что любой производитель, он должен научиться или учиться разбираться в покупателе, в том, как работать с покупателем, в каналах реализации. Может быть, не лучше, чем профессиональные торговцы, но относиться к этому с пониманием дела. А здесь существует огромнейший разрыв. Мы начинаем что-либо производить, зачастую не зная, для кого мы производим, кто конкретный потребитель и как потребителю подождите, неужели мясо, молоко не нужно? Мясо нужно, но нужно уметь предложить правильного качества мяса, правильно упаковать мясо, в том числе и продать его в правильном месте. Понимаете? Вот продать в правильном месте, вы сказали. А что это такое? Это значит, что, например, в республику я приехал 4 года назад, и я был крайне удивлен, когда в магазинах видел я в основном замороженную говяжью обрезь, то, что я в принципе никогда даже не относил к достойному виду мясных изделий, скажем так. Но эволюция прошла, и за этот период мы видим, что достаточно расширился ассортимент охлажденной мясной продукции. Правильная упаковка, возможность долгого периода хранения, правильная разделка мяса, то, чего в принципе тоже не так много было. И это определенная культура и производства, и культура потребления. Я достаточно много имею возможности смотреть на разные рынки, и мне очень нравится посещать даже сельскохозяйственные ярмарки, рынки в других регионах, в других странах. Пусть не сразу, может быть, мы только 20 лет развиваемся, но эти шаги придется делать каждому фермеру или фермеру приходить к переработчику, к кооператору, который уже, аккумулируя объем производимого сырья, сможет выполнять те условия, которым он должен удовлетворять, работая с федеральными сетями, вообще с любыми сетями. Потому что здесь не столь корректно разделение. Работа с сетью ассорти тоже предполагает достаточно серьезный набор определенных требований. Потому что, конечно же, вы, приходя в любой из магазинов, хотите видеть каждый день ровно те продукты, которые вы привыкли покупать, есть и получаете от этого удовольствие. Если какой-то мелкий фермер забыл привезти, что-то не получилось. Понятно, то есть нужно ритмично поставлять продукты и как-то планировать свою деятельность. У нас на прямой связи находится наш корреспондент Евгений Ершов. Как мне подсказывают, он находится рядом с магазином «Ассорти». Вижу, погода какая-то очень-очень морозная, очень холодно. Евгений, действительно ли пустеют полки в магазинах «Ассорти»? Вы только что там были. Что можете нам сказать? Да, Елена, весьма непривычная, можно сказать, обстановка, весьма непривычная картина в магазинах «Ассорти». Это множество пустующих полок и витрин. Но, как ни странно, самое главное — это реакция покупателей, которые уже, как можно так сказать, привыкли закупаться в магазинах «Ассорти». И сейчас рядом со мной стоит частый покупатель этой сети Глеб. Глеб, какова твоя реакция? Может, есть какие-то вопросы у тебя? Здравствуйте. Да, я часто покупаю все для дома в сети «Ассорти», и меня интересует, останется ли тот же ассортимент товаров и в другой торговой марке. Это в основном, наверное, единственный вопрос, самый частый вопрос у покупателей. Так что передаю вам слово, Елена. Итак, насколько я поняла, вопрос такой. В федеральных торговых сетях, например, в «Пятерочке» сегодня очень узкий ассортимент товаров. Кто за этим должен следить?
Или это законы рынка должны играть? Или кто-то может настоять? Товарищи, ну у вас как-то вот совсем мало товаров. Это то, что должен регулировать рынок, реальный спрос, коммерческая жилка и активность бизнесменов, команд, которые ведут этот бизнес. В свою очередь я хочу сказать, что даже при всех тех требованиях, которые выдвигают сети, возможность работать с федералами, она есть, и нацеленность на включение продуктов местных производителей в матрицу федеральных сетей, она присутствует. Она присутствует у самих торговых сетей? Да, конечно же. То есть они сами это понимают и ориентируются на вот свежие товары? Они совершенно открыты для диалога. Значит, у нас есть предварительные договоренности, что в феврале месяце мы проведем совместные рабочие сессии и с привлечением меня там как эксперта, да, и с привлечением крупнейших наших и заинтересованных производителей региональных, и тех руководителей в торговых сетях, которые отвечают за работу с производителями, и в том числе представителей тех министерств и ведомств, которые должны об этом проявлять заботу. И я надеюсь, ваша инициатива или пятерочки? Вы знаете, это действия, которые родились в процессе диалога. Я знаю, что Министерство экономического развития проявляло определенное желание и беспокойство, может быть, чуть ранее. Но в силу того, что процесс находится и находился в такой рабочей фазе к практической реализации переговоров, мы решили подойти уже в феврале месяце. Переговоров я имею в виду для подключения и включения местных производителей в ассортиментные линейки пятерочки в частности. Вот. Скажите, а роль региональной власти, какая она в этом процессе? Не навредить главное здесь, не перегнуть палку или как? Или наоборот, нужно очень активно лоббировать своих товаропроизводителей? Вы знаете, вот у меня позиция разделяется на две части. Часть номер первая. На мой взгляд, чем меньше работают регуляторов, ограничителей, чем больше свободы для предпринимательства, тем лучше и предприниматели, и бизнес найдут те формы, которые позволят развиться и им, и всем тем вспомогательным и бизнесам, и направлениям, которые участвуют в этом большом сложном процессе. С другой стороны, если говорить о местном производителе, то, конечно же, мы не можем не учитывать опыт передовых восточноевропейских, например, стран, где порой включаются ограничения даже на работу крупных торговых центров в выходные дни с тем, чтобы торговля мелкая, магазины у дома, ярмарочные небольшие форматы торговли, они имели возможность большего привлечения покупателя. И здесь я как раз таки считаю, что наш закон о торговле в том числе, да, региональные, возможно, какие-то нормативные акты в разумных, регулируемых тех или иных, даже не ограничениях, я бы сказал, да, а направлениях. То есть помощь в разумных пределах, не перегибая какой-то палки, очень трепетно и не мешая развивать бизнес, так? Безусловно. Дело в том, что вот посмотрите, у нас нет нормальных ни рынков сельскохозяйственных, да, ярмарки, ну, могут их, конечно, очень много перечислять, но это все, опять-таки, формат доморощенной торговли. Вот где нужно развиваться, где нужно давать развиваться фермеру, для того, чтобы он тоже получал дополнительную добавленную стоимость к своему сырьевому продукту, чтобы он больше зарабатывал, чтобы он привлекал, там, может быть, своих соседей на работу, тем самым укрепляя свое хозяйство и укрепляя экономику там, нашего региона в том числе. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Зовут меня Юграф. Вопрос у меня такого порядка. Значит, как сейчас сказал министр сельского хозяйства, что у нас соответствует только 10 предприятий сельхозпроизводителей, которые соответствуют вот тем стандартам, которые требуют федеральным сетям. А не получится ли так, что у нас, как в европейских странах, в отдельно, типа как в Болгарии, Молдавии, что
которые не могут свою продукцию на своем рынке продать, поскольку не соответствует европейским стандартам. И у нас точно такая же картина может получиться, что местные товаропроизводители не будут соответствовать тем, как сказать, требованиям федеральных сетям. Ну, насколько я поняла, что ведь фермерам можно другие ниши осваивать. Идти не в федеральные сети, а в региональные, работать с независимыми торговцами. Я правильно понимаю? Да, это один из каналов, но как раз-таки, если говорить о более масштабной форме развития и сельского хозяйства, и такой вот мелкой торговли, это такие вот мелкие фермеры, они должны стать сырьевыми производителями, которые договариваются уже либо с более крупным фермером, способным организовать нормальный процесс переработки продукта, его упаковки и уже дальнейшей взаимосвязи с сетью. То есть, грубо говоря, человек, который звонит, он должен четко понимать, что в течение года он выращивает, например, свеклу или капусту, он будет иметь нормальную, достойную цену, по которой у него 100% ее выкупят. И тогда больше у него не должна болеть голова. А как раз-таки уже у переработчика, например, как тот же самый пригородный, должна дальше болеть голова, как упаковать, как сохранить и как дальше реализовать эту продукцию для того, чтобы окупить те затраты, которые они понесли, оплатив работу и продукт, то сырье, которое они получили от этого фермера. Конечно, так и никак по-другому. Издательский дом «Коммерсант» провел исследование розничного рынка страны, и я предлагаю посмотреть на некоторые результаты. В 2015 году крупные продуктовые ритейлеры увеличили торговые площади. Прежде всего, это сети, которые занимают эконом-сегмент. Итак, давайте посмотрим на наших лидеров. Итак, в лидерах «Магнит», «Лента», «Пятерочка», «Ашан», «Дикси». Это лидеры на российском рынке по приросту торговых площадей. Вот как комментируют собеседники «Коммерсанта» такую активность крупных игроков. Цитирую. Фактически федеральные сети увеличили свою экспансию и активно захватывают освобождающиеся площади от разорившихся ритейлеров, поглощают, покупают мелкие региональные сети и стремятся использовать в свою пользу снижение арендных ставок и некоторый застой на рынке аренды недвижимости. Эксперты подчеркивают, что федералам развитие необходимо, чтобы расти, увеличивать свою капитализацию. Для региональных сетей развитие – это вопрос жизни и смерти. Если они не могут развиваться по внутренним финансово-экономическим причинам, то им приходится или сжиматься, закрываться, или находить ресурсы и ниши для развития. Давайте посмотрим на второй слайд. В конце 2015 года российская бизнес-газета проанализировала распределение торговых сетей в России по федеральным округам. Конечно, самые сильные позиции, вот зелененьким здесь помечено, у федеральных сетей в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь не очень большая доля региональных сетей, в Петербурге эта доля больше. Еще попрошу я вернуть этот слайд, потому что мы не посмотрели, как же выглядит северо-западный регион. Вот посмотрите, наш северо-западный федеральный округ. 35% это федеральные сети, доля рынка, 23% достаточно много, это региональные торговые сети. Все остальное, как я понимаю, это не сетевая торговля. Вот так выглядят цифры. Итак, эксперты говорят, что независимым ритейлерам, что региональным сетям нужно обязательно осваивать некие ниши, которые не заняты федеральными торговыми сетями. Мы об этом уже говорили, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, Максим Михайлович, все-таки какие ниши могут заполнить региональные сети и независимые ритейлеры? Ну вот что это за ниши вот в нашем регионе? Ну, смотрите, первое про то, что мы уже говорили, да, это готовая продукция, готовая для еды уже, да, ready to go, как говорят в Европе, кулинария. Ну, некие эксклюзивные, да, товары, но они ведь будут дороже. Ну, почему они будут дороже, с чем вы будете сравнивать, если в федеральных сетях их не будет? Да, это первый момент. Второй момент. Конечно же, это возможная категория фреш-продукции. Да? То есть местное молоко свежее, там, собранное сегодня или вчера, оно всегда будет лучше, пусть даже несколько дороже, нежели молоко, которое привезено за сотни, там, тысячи километров.
И я думаю, что таких продуктов может быть достаточно много. То же самое мясо, в конце концов. Да? Мы же хотим парное мясо есть, и пусть оно даже будет, опять-таки, не самого дешевого, низкого ценового сегмента. Но у нас есть будет покупатель, который готов Конечно. Купить этот качественный, свежий, незамороженный продукт. Конечно. Другой вопрос, что, опять-таки, вопрос конкурентной цены, и когда налицо очень серьезные кризисные проявления, и когда, по сути дела, люди беднеют и потребительская корзина существенно сокращается, то, конечно же, выбор в любом случае будет сужаться, и он будет сужаться в сторону меньшего количества продуктов и более дешевых продуктов. Но на свой товар всегда есть свой покупатель. Вот я хотел еще маленькую ремарку по поводу того... Инфографики. До инфографики, которую вы показали, что да, действительно, доля прочей розницы неорганизованной, непонятной. Это, кстати, вот нормально? Это нормально, это достаточно объективные цифры. Это хорошо, это плохо? Это данность, это говорит еще о том, что есть куда развиваться. Независимых игроков у нас много. Да, и федералам, и мелким предпринимателям, и сетям для того, чтобы находить те ниши, в которых конкурировать. Другой вопрос, что чем еще сильнее федералы, чем сильнее более крупные компании. Конечно же, своими командами, своими профессиональными навыками, своими более четкими инструментами управления, которые позволяют сокращать издержки, более быстро и четко принимать решения, более правильно принимать решения. Максим Михайлович, вот вы говорили о профессионалах. А куда же пойдут ваши сотрудники? У вас 2500 сотрудников, это команда профессионалов, и вы очень часто об этом говорили. Что их ждет? Я предлагаю посмотреть репортаж Виктории Палкиной. Общаться с нашей съемочной группой сотрудники ассорти отказались. У каждого нашлась своя причина. Но многие сказали, что просто боятся. Получить информацию удалось лишь в телефонных разговорах и социальных сетях. Нам предложили перейти в новый магазин, но не рассказали об условиях работы. Собрали даже списки согласных. Те, кто не хотят, пишут заявления по собственному желанию, но до сих пор нет никакой точной информации. Руку на контроле держат в Республиканской Федерации профсоюзов. Вот только здесь переживают, что поддержать смогут далеко не всех. Сегодня в первичном профсоюзе ассорти всего 17 человек. И они уже обратились за помощью. Их права будут отстаивать до последнего. А вот остальных сотрудников смогут лишь консультировать. По словам Людмилы Лишенковой, если с региональным работодателем еще можно хоть как-то договориться, с представителями федеральных сетей все гораздо сложнее. И развивать здесь нужно прежде всего законодательную базу. Приходят к нам на территорию федералы, они должны подчиняться нашим законам, которые здесь приняты. А в законе должно быть сказано, что принимаются на работу местные обязательно жители, обязательно заключается трудовой договор, прописывается социальный пакет, и как непременный атрибут это профсоюзная организация. Почему-то в таких регионах, как Татарстан, Чувашия, там есть такие договора местные, но у нас предпринимательство не идет в этом отношении навстречу. Судьбу коллектива торговой сети обсуждали сегодня и в региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты. Здесь тоже нет точной информации о судьбе сотрудников. О массовых сокращениях речи не идет. Поводов для паники тоже быть не должно, заверили нас. Хотя вопросы кадровой политики ассорти у наших чиновников все же есть. Поводы для тревоги, конечно, есть. Они связаны с тем, что постепенно увеличивается количество людей, которые обращаются к нам в центры занятости населения и уходят из организации по соглашению сторон. Возможно, но это мы должны, только наше предположение, что это скрытое сокращение, возможно, на кого-то из работников, на отдельных, мы не можем это утверждать, и оказывалось давление с целью, чтобы он покинул эту компанию. В любом случае нужно отметить, что за декабрь к нам в Центр занятости населения обратилось только 4 человека, которые уволились по соглашению сторон. Но если в Центр занятости обратилось всего 4 человека, то в одном из сыктывкарских кадровых агентств уже лежит больше 2 десятков резюме. В графе «Последнее место работы» ЗАО «Ассорти». Это продавцы и управленцы. Кстати, как нам пояснили, все в том же кадровом агентстве многие еще работают до сих пор. Таким образом, они подстраховываются. И как мне сообщают наши режиссеры, у нас есть звонок в студии по этой же теме. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоит из города Ухта. Меня зовут Виктория Кузнецова.
Я бы хотела задать вот такой вопрос. В конце 2015 года у нас открылось в городе 2 новых магазина, чему мы были очень рады, потому что радует и ассортимент товаров, и обслуживание, и, в общем-то, все на высшем уровне. И сейчас нас просто интересует вопрос. Во-первых, что будет с сотрудниками этих 2 магазинов? Это раз. Ну и второе, нам бы хотелось, чтобы и ассортимент товара, и обслуживание, и уровень вообще работы сотрудников оставался на высшем уровне, потому что мы немного нервничаем, и нам как бы, как это сказать, ну, нам непонятно вообще вот эти вот движения сейчас. А Максим Михайлович, вы же встречаетесь с трудовым коллективом наверняка. Вы им объясняете, да, какие-то свои этапы работы. Все ли будут трудоустроены? На каких условиях? Вот я, во-первых, хотел бы, пользуясь эфиром прямым, да, обратиться и к своим коллегам. Дорогие мои, я вас очень всех уважаю, очень люблю, и я очень счастлив, что мы совместно вершили очень многие интересные дела, и команда Ассорти – это команда профессионалов, которых в республике нужно еще поискать. И меня радует, что даже покупатели высказывают обеспокоенность, потому что мне не стыдно говорить о том, что действительно сервис в наших магазинах, а сервис — это люди в первую очередь, находились и находятся на достаточно высоком уровне, который выше, чем в любой другой, даже федеральной сети. Будут ли востребованы эти профессионалы? Я более чем уверен, что закон жизни таков, что если человек уверен в своих силах, если он накапливает знания, он вкладывает в себя, он будет востребован всегда и при любых условиях. Есть и прорабатываются те договоренности с приобретателем, которые, конечно же, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы большое количество людей... сотрудники. Я закончу, позвольте, чтобы большое количество людей, большая часть сотрудников, конечно же, они найдут при их работу. желании они будут трудоустроены к новому работодателю. Вот. Те коллеги мои, которые проявляют самостоятельную инициативу и не хотят работать в X5, а планируют работать в каких-то других компаниях, ну, по крайней мере, они уж точно знают лично от меня, что я каждого готов отрекомендовать, если у него будет такая возможность. Я правильно понимаю, что продавцы, кассиры, грузчики, они 100% найдут работу, проблема офисных сотрудников? Или это не так? Я бы сейчас не говорил о том, что даже для офисных сотрудников будет какая-то там существенная большая проблема. Наверное, должны переживать даже там и в рамках нашей команды те, кто кто-то больше проявлял лени в свое время, да, там, и... Нет, но люди знают, когда, например, последний у них день работы. Да, люди имеют совершенно четкое представление, когда у них последний день работы. И вот в комментарии, к сожалению, я вынужден констатировать, что чиновники позволяют себе домыслы на уровне того, что кого-то заставили, возможно, предполагает представитель службы занятости. Но, знаете, то есть таких фактов нет? По меньшей мере, я считаю, что это крайне некомпетентно. Те сотрудники, которые подписывают документы, они читают документы, и с ними проводятся беседы. И я думаю, что при нашей открытой и человеческой позиции ни один не может сказать, что его чему-либо заставляют. Но, к сожалению, у нас звонок сорвался, сотрудники не захотели высказывать свою позицию, но есть другой звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да у меня вот такой вопрос. Вот говорят, сахара тоже открывает, но там тоже работники не нужны. Я работаю тоже в своем деликатесе. Почему нас не сократят, не ликвидируют только по собственному желанию? Как это можно объяснить? Выгоняют. Максим как Михайлович. это можно относиться таким образом? Может, уже... Я еще раз могу сказать, что, во-первых, к сожалению,
коллеги или не коллеги не представились, и с каждым сотрудником, у которого есть какое-то недопонимание, мы ведем индивидуальную работу, общаемся, объясняем и пытаемся найти тот или иной компромисс. Кто сейчас вышел в эфир, мне сложно прокомментировать. То, что еще раз я хочу подчеркнуть, что наша позиция, она открытая, она предполагает, она, вернее, исключает какое-либо давление и те формы, которые сейчас звучат в комментариях, это 100%. Если люди подписывают документы, им объясняют, что нужно сделать вот так, значит, они тоже отчасти принимают на себя взрослое решение. С другой стороны, конечно же, я не могу не отметить то, что выступал и представитель или профсоюзов, или службы занятости, говоря о том, что работодатели и федеральные сети, они должны выполнять наши внутренние законы. Вы знаете, на мой взгляд, законы должны быть едины на всем пространстве нашей большой страны для всех. Законы с точки зрения работников, они достаточно жесткие, они отстаивают очень четко условия работника, при том, что объективно я как менеджер, как отчасти там работодатель могу констатировать, что, конечно же, они усложняют где-то жизнь бизнесу. При всех составляющих есть очень много и нерадивых сотрудников, и сотрудников, которые являются некорректными Максим возбудителями Михайлович, у нас истекает время эфира. Да. Я так понимаю, что все сотрудники, которые хотят работать, будут трудоустроены, нерадивые, как вы говорите, уйдут. Да. Но, тем не менее, мы думаем, что вы сделаете все в рамках закона. Спасибо вам за участие в нашей программе. Сегодня мы обсуждали, как развиваются федеральные и региональные сети, как федералы поглощают или перекупают региональные сети. Это была программа «Детали дня». Мы работали в прямом эфире. Завтра встречайте «Детали дня» с ведущим Геннадием Левицким. Всего доброго. До встречи.